Тыл береллер докладчикка толорулах доропунга улу ситерилах комитетин береседәтелигер. Иккили үстүү хонукка отуйбак кәребет олон кону истери болары тебит. Онон сүз сыллах улу булан олонко курдук кепсәнин тулуен истәни бит. Onluk. Kihi sürağın sergahsiter, kihi öyüger sanatıgar iyen surullar gada gepser. Çä tavarız tolurulağdır opun. Kooperasiya qaydak saydan, önен өрүдән еrin, öйтön sanattan süppek gına kepse. Açağa yörek tuğunan, onnağır orduk kiçeğin kepse. Тоқ жағал үлі барда, тоқ жол соргу барда, жондыру беті тұбыстар. Отчағары кайылан, қотылан, сетілен толырылан, олық үрден еқ тұстақ. Онын әм жылатын, ұмнайығын кепсе. Суд сокон хайда хулары ян, телерен херин кепсе. Koton balağan, cevot kayda boğaların tuğuna min istiyakpın bağırım. Kotonu balağanı ölür yatın kurduk sanırım. Таптыр таварыстарым, өләннәг өтөді ғыттырым. Әтеққетін әттігіт, ұйытыққытын ұйыттығыт. Мен нағаны өйім сидерінен күйім көйірінен кәпсән көрем боллаға. Өктен революцияда оны сылын туалан 11 сылығар барда. Бұ аспыт 10 ұлу ваттақ жыллары толары 10 қонығы қомматақ күрдік болла. Олық, ол күрдік түргенлік, қолырық күрдігі тылынна жәргелген күрдік көтті. Сатан ақпат, сатан сұруйбат кеге, аны беоған сылынан бар болара сатанбат. Хая далай акары, хая кая мемел, аны беоған сыл егер ақпат сұруйбат болу оғай. Хая далары төріт соқ болу оға. Сәллік кейіні кей көре оға. Харақ ұрылақ кейіне кей болу оға. Аны беоған сыл егер. Тұғынша 967 сыллақ жылғыдылы. Улус айы, нөхілек айы. Телефонынан кепсетер болуқ бұд. Радио бар болуға. Қонуынан автомобилінен сылжар болуқ бұд. Он қонуққа оғуынан атынан сылжар сыры бұтын. Он чағынан сылжар болуқ бұд. Қолырық күрдік көтеуқ бұд. Жәргелген күрдік көтеуқ бұд. Қолырық күрдік атыллақ бұд. Аға уғын айын, артылынан үлелер, арас масын әлбеға. От оқсор, от мұғар, сүр солур, сүр қоруяр. Бордуғы ғар, бордуг бұғар, арас масына барыта кәлеға. Жә таварыстар, бұманды күрдігі түйе олаққа, дөрің әйдіқтір, модын саналақтар, үтірі ғыттар, улу кәпсәниттер, түрін өскен ағықтыра. Кие күйе туақтын дордық ұладыға, тұғы баратын көйіға. Еккедігінча 10 сыллақ жылғыдылы, осколайы, лаборатория деннер тәріллектірі. Онан оға веріне тұғы баратын білер оңырар болуға. Онан оннық лабораториялар, коммуналар бар болуқтара. Отчоға, кім қайдақ ұлжы түйеді? Онны, ол лабораториялға, тұтайтын қанын, арас сүйгін сүмехенін көріннер, әмтәнер болуқтара. 13 сыллақ жылғыдылы, бары кір жағас, ағам сөйбі жоны барыларын, әрдір ойоқтыру, арас әм ас күйінен, әдірдіргер түйер ектірі. 13 сылтан, 17 сылға, жокускай қуарат, кебе келеді тұп соға, бұғы татаға тауларияға. Темір бетон желер жерге ектірі, Курустал тазды барыстар күлімне ектірі.
Жокускай корат, улусалынан женкер тас, күлбейеға арас мастароттыр үйнөқтәрі. 2017 сылла жылгадылы коммунизм олық сұян сирирдігер әрей бұруйден, астор, ұтырынчықден, әрей бұруйден соқ болуға, сүтеға. Олғымтауытын ең барға мақтап. Добрый день, уважаемые участники презентации проекта «100 интервью о будущем Якутии». Вы увидели отрывок из произведения Платона Аюнского «Сюйсыллах улубла» в исполнении студентов третьего курса кафедры театрального искусства АГИКИ. Художественный руководитель курса профессор Андрей Борисов, педагог-доцент кафедры Александра Мучина. Давайте еще раз поблагодарим. И с такой поэтической ноты мы начинаем нашу презентацию. Идет прямая трансляция на сайте и YouTube-канале Якутского Саха-информационного агентства, а также на сайте Госсобрания Ил-Тумен. Вот этот проект, наш проект, который мы сегодня презентуем, инициирован Национальной библиотекой нашей республики при поддержке Государственного собрания Ил-Тумен. Цель проекта – в преддверии празднования столетия образования Якутской ССР сформировать некое коллективное видение будущего, вдохновившись произведением «Великий столетний план» одного из основателей нашей республики, писателя-философа Платона Алексеевича Аюнского. Первый президент нашей республики Михаил Ефимович сказал: «Великий столетний план Платона Аюнского – это великолепное семистраничное произведение. Прочитав его, вы убедитесь, насколько был прозорливым один из основателей нашей республики, исключительно интеллектуально, философски смотрел, размышлял и по десятилетиям расписал, как будет развиваться наша республика вплоть до 2027 года. Он написал это произведение в 1927 году, 100 лет тому назад. В этом произведении четко видны взгляды, мировоззрения, направления философских мыслей автора. Мы здесь собрались, чтобы рассказать, что с ноября 2020 года писатели, философы, ученые, экономисты, общественные и государственные деятели в формате видеоинтервью размышляют о будущем народа, республики, в том числе и каким будет мир через 100 лет. Собранные видеоинтервью на 2 государственных языках будут доступны для широкого круга пользователей на портале 100interview.rf. В 2022 году на их основе планируется издание электронной книги. Далее также планируется расширение проекта, чтобы каждый мог присоединиться к проекту, включиться в коллективное наше послание и оставить свою видеозапись на сайте проекта с ноября 2022 года. Разрешите слово предоставить председателю Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия Петру Васильевичу Гоголеву. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего хочу поздравить всех участников презентации нашего проекта «100 интервью о будущем Якутии» с прошедшим важным событием, важной датой истории нашей республики. Это День республики Саха-Якутия. Он примечателен тем, что дал старт подготовительным мероприятиям к столетию якутской автономии. Остался всего лишь год для того, чтобы мы достойным образом завершили организационно-подготовительный этап этого важного события. 100 лет – достаточно большой срок для человека, но насколько он скоротечен для развития политических и правовых институтов. Это, безусловно, абсолютно иной угол зрения, и об этом мы как раз хотим рассказать в рамках нашего проекта.
Вы сами понимаете, что комплекс мероприятий в рамках подготовки к столетию Якутии, он достаточно обширен. И основываемся мы в этих мероприятиях на соответствующем решении президента страны. Понимая важность этой даты, исторического события, глава Российской Федерации подписал решение о том, что мы должны самым достойным образом в масштабе Российской Федерации отметить его. И, безусловно, не только в рамках подготовки к столетию, но и в целом мы часто обращаемся к первоисточникам, которые дают нам содержание того времени. Может, мы не в полной мере ощущаем, безусловно, и в целях этого пытаемся по-разному интерпретировать мысли тех людей, которые создавали историю. Прежде всего, это наши великие земляки, создавшие республику, Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский и Сидор Никифорович Барахов, их единомышленники. И делегации Государственного собрания Илтумен, будучи в улусах республики, всегда отдают дань уважения историческим местам, связанным с их именами. Так, в первой половине марта текущего года делегация парламента побывала в Татинском улусе, в том числе посетила местность Мункадель-Брибит. Это историческая родина Платона Алексеевича Аюнского, как вы знаете, и побывала в местах, связанных с его именем, в том числе в первой школе, где начал свое обучение маленький Платон. И надо сказать, что те события, которые сформировали личности наших великих земляков, безусловно, очень важны для нас. И не менее важно будет, как мы сегодня, в преддверии столетия якутской автономии, приоткрывая дверь ко второму столетию, видим будущее нашей Родины. Чукур Николаевич очень хорошо привел пример оценки произведения Платона Аюнского Михаила Ефимовича Николаева. Он действительно дал очень глубокий, содержательный, точную оценку. И мы соглашаемся с этим. И, безусловно, отсюда как раз идет точка отсчета. Хотя, если мы поймем, обратимся к произведению самому, да, безусловно, это огромная территория, сельскохозяйственная территория. Вы помните, что в течение второй половины XX века на самых высоких идеологических уровнях ученые, историки спорили, был ли вообще пролетариат к началу революционных событий в Якутии. И этот спор, он до сих пор даже не прекращен. Да? Он идет. То есть это была достаточно аграрная страна, и в аграрном краю Платон Алексеевич в 1927 году как раз в своем произведении свое видение, каким будет наш край. Я помню, что в год 125-летия Платона Алексеевича именно здесь, прямо за этим столом, в этом зале состоялось общественное обсуждение произведения Платона Алексеевича. И тоже были определены определенные точки. И я соглашусь, что да, уровень предвидения, он поражает. Поражает. Готовы ли мы сегодня, в 2021 году, также предвидеть 100 лет будущего? Но, безусловно, мы не ставим такой цели, чтобы сопоставить
пусть художественного произведения Аюнского. Тем не менее, мы сделали определенную выборку людей, которые имеют что сказать о нашей республике, не только о республике, а вообще в целом, что такое развитие и какие блага духовные, материальные блага будут связаны с этим развитием, насколько технологии разовьются, каков будет сам человек и каковы будут те системы, которые сегодня обеспечивают нашу жизнь в достаточно суровом северном крае. Я хочу прежде всего поблагодарить людей, которые связаны с этим проектом, людей, которые неравнодушны. Надо сказать, что действительно проект инициирован Национальной библиотекой. Но я хочу уточнить один момент и поблагодарить идейных вдохновителей этого проекта, которые совместно с Национальной библиотекой начали обсуждать эту идею. И в итоге мы в Государственном собрании Ултумен поддержали его. Это Ольга Николаевна Федорова, Валентина Васильевна Румянцева, мои советники в аппарате Государственного собрания Ултумен. И хочу отдельно поблагодарить творческий коллектив Галину Алексеевну Кутугутову, Прибылых Аину Ивановну, Ивану Юрьевичу Кривогорницына, Василия Протодяконова, Айтала Байтунова, Саюну Кларову. Именно они сегодня движущая сила проекта. У нас есть временной отрезок, который мы для себя обозначили. Это 2 года. 2 года мы должны его завершить зимой, в осенне-зимний период 2022 года. Отдельная благодарность людям, которые поверили в проект. Это генеральный директор филармонии Якутии Пестрякова Туяра Игоревна. Это ректор Арктического государственного института культуры и искусств Игнатьева Саргалана Семеновна, доцент кафедры театрального искусства Института Мучин Александра Гавриловна. И отдельную благодарность я хочу высказать заместителю руководителя аппарата Государственного собрания Ултумен Василию Сергеевичу Миронову, который как раз создал своим творческим трудом эмблему нашего проекта. Я уверен, что наш проект будет успешным. Я уверен, что наши респонденты, которые отозвались, поддержат и их видение, как капсула времени, дойдет до будущих поколений. И уверен, что многие из тех, кто сегодня стали респондентами, это ученики 2 школ, международной арктической школы, это раз, и Чуркёхской средней школы. Возможно, они будут современниками 200-летия якутской автономии. Мы говорим о технологиях, о развитии технологий. Почему бы нет, что молодые граждане нынешней современной России, жители Якутии, через 100 лет смогут сами рассказать уже молодым поколениям, как рождался этот проект. Еще раз хочу поблагодарить творческий коллектив, людей, которые поддерживают, присутствующих, за то, что вам интересен этот проект, за то, что вы участвуете в нем. Спасибо. Спасибо, Петр Васильевич. Инициатором проекта разрешите слово предоставить. Инициатором проекта заместителю директора Национальной библиотеки Василию Борисовичу Борисову. Пожалуйста, Василий Борисович. Всем добрый день. Приветствую всех гостей и зрителей от имени Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Но Петра Васильевича дополнить будет достаточно сложно, поэтому, наверное, я скажу следующим образом. Да? Вот все мы, которые сейчас присутствуем на презентации, представляем собой отдельную, наверное, уникальную личность, которая на формирование этой личности, вне всякого сомнения, большую роль играет воспитание, образование, культура, ваш жизненный опыт, ваши родители. И, соответственно, когда
отдельный человек смотрит в будущее сквозь, скажем так, несколько десятков лет и пытается предвидеть, какие потом будут явления, события, новые объекты, это видение будущего, скорее всего, у каждого из нас будет разным. И каждого из нас это будет немножко отличаться. И на самом деле вот этот проект, наш сайт, который мы делаем совместно с Государственным собранием МилТМН, имеет, наверное, огромный потенциал в будущем стать каким-то достаточно серьезным историческим документом, который, если проект достаточно хорошо разгонится, мы сможем его раскрутить, будет потом изучать наши следующие поколения. И следующий момент, который я вот думал, надо ли об этом говорить или нет, но, наверное, все-таки скажу, когда... Давайте так, сидя тут, я, Василий Борисов, могу 100% вероятностью, да, предсказать будущее и сказать, что, наверное, очень мала вероятность, что через 100 лет я открою этот проект и смогу пересмотреть эти видео. И такие мысли, они как бы осознают, ты понимаешь, насколько скоротечна жизнь, насколько мы с вами являемся звеном чего-то большего, системообразующим каким-то элементом всего государства, республики, населения планеты Земля. И все-таки, несмотря на эту скоротечность, у каждого из нас есть возможность, да, оставить какой-то значимый след в истории своим трудом, интеллектом, культурой. И все эти мысли, они чрезвычайно вдохновляющие на самом деле. И поэтому мы считаем, что наш проект, он достаточно значимый и обладает хорошим и большим потенциалом для будущего развития. Спасибо. Спасибо. Коллеги, внимание на экран. Сейчас мы представим вам трейлер проекта «100 интервью о будущем Якутии». Внимание, пожалуйста, подключите ролик. И мы поэтому придумали такой проект, чтобы ознаменовать наш столетний юбилей, можно сказать, капсула времени, да, 100 интервью к столетию якутской автономии. Мне кажется, журналистика никогда не отомрет, потому что человек всегда нуждается в информации проверенной. Народ будет тынна қалар будет, көмескәлләр болар будет, сайдар будет, партоны будет тәһдимнәхтен көрөп. Человек этномодерна имеет в современном мире очень высокие преимущества. Якутия будущего, как и другие субъекты, должна иметь огромные полномочия. Для меня произведение Платона Юнского к столетию республики, оно обретает удивительную актуальность. Язык и культура будут развиваться и в будущем. Нам надо всем стараться бережно относиться к вечной мерзлоте, оберегать ее. Я убеждена, что якутская наука, сибирская наука, она только в начале своего пути, она дальше будет развиваться, и ее открытия действительно окажутся очень серьезными и важными. Я надеюсь, что мир будет развиваться по пути прогресса. Потенциал, который в нашей с вами республике заложен, он поистине огромен. Он еще не просто не исчерпан. Я думаю, мы еще не приступили даже к его освоению потенциала. Наше будущее строится на крепком фундаменте интеллектуального капитала и наследия предыдущих поколений. Люди становятся более независимые от экономики, более независимые от даже от географии, скажем так. Дорогие мои земляки, дорогие земляне, я вам желаю дальнейшего процветания. Главное, будьте здоровы, живите долго и, главное, счастливо.
Спасибо. Ну, вы, наверное, вы видели наших людей, которые уже говорили о будущем. И вот сейчас хочу предоставить слово нашему одному из людей, которые так присутствовали, сами ощутили вот этот проект, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия, отличнику печати, академику Академии духовности, члену Союза журналистов России, нашему доброму знакомому Олегу Гавриловичу Сидорову. Коллеги, у нас время рассчитано до 16 часов, поэтому мы тоже вот будем соблюдать свой регламент. Олег Гаврилович, пожалуйста, вам слово. Добрый день. 100 это вообще сама по себе магическая цифра, да, 100 лет. Мы все хотели бы дожить до 100 лет. Ну и понятно, что вот это произведение Платона Алексеевича, это предвидение будущего, да. И Платон Алексеевич обладал именно этим даром предвидеть. И мы видим в его ранних письмах Максима Кировича Амосова из Томска, тоже там можно найти, вот как раз он точно угадал развитие республики. То, что наша республика станет автономной, вот это очень важные постулаты нашего развития. Именно вот Платон Алексеевич еще в 1917 году, за 10 лет до своего этого произведения, в этом письме указал, и насколько Олонхо значит для нашей жизни. Поэтому Платон Алексеевич – это, конечно, наш великий мыслитель и великий предводитель якутского народа, можно даже так сказать, нашей интеллектуальной мысли. Но само произведение имеет тоже свою уникальную историю. Да? Это произведение было репрессировано, по сути. Да? Одним из пунктов обвинения Платона Алексеевича было именно вот указано это произведение, да, что здесь он продвигал идеи там, троцкизма и так далее. И потом, после реабилитации, произведение тоже было реабилитировано. А потом уже в 80-х впервые, вот, в общем-то, уже, значит, оно пришло к якутскому читателю, и в театре, Саха-театре, произведение в пьесе Николая Алексеевича Лугинова, это тоже было включено, да, из этого текста, из этого, значит, произведения Платона Алексеевича, а новое возрождение, это, конечно, в 2013 году, когда Михаил Ефимович Николаев прочитал по-новому. И вот это дало толчок, наверное, и этому проекту. Поэтому, я думаю, через 100 лет, конечно, якутский язык, якутская культура, якутский народ мы будем и дальше как бы развиваться еще на 100 лет, еще. Поэтому, я думаю, это вот как раз такой наказ своему народу от Платона Алексеевича Юнского. Поэтому я поздравляю инициаторов, организаторов. То, что, мне кажется, замечательный проект. Спасибо. Слово предоставляется общественному деятелю, публицисту, переводчику, писателю, заместителю председателя Союза писателей Республики Саха-Якутия Владиславу Семеновичу Долонову. Владислав Семенович, пожалуйста. Төкіннен барамызды вот тағарыстар, наваттар. Байымнені мен үші оскола верені хеден хеттоны соларға сәтті томна қойынызқай айымнеларыттан бұлана ағамын әлдер очоларға тәңнен көрер етім. Мұнна очоларға соғар етім. Бұл беғыл құпытты тиме, онна бар сетихилер бұл юнызқай хұрый бұтуғар балайда хепті бәхеллер әбіттен. Оннасы энникене мие онон хайдагара сирдесинер курдук ханалагатым колобура маннык болуу битти жана чолорго сүйсүл өсө толалык болла жаатта оны сылларга онтон 2010 жыллаха Михаил Ефимович Николаев бу айымнига общественность болгомтасын тарды бутун кенне мен тутахөрөн айымнену костаныламмын Эсергел 2-3 күн егер тылбас жоқсан, бәйім редактордан тағарар полярный әзбізді ғұрынал бар бәчәттен. Тағар бұтым білген еті айымне нүчілі тұлынан ағар жоңы метінен түбі ғұрыналға тағар бұпындан білдер. Онна бұл проектке бәйім қатты бұпыттан сүрдән өрәбін кен тұттабын мақтал тәриячыларға
ара бир Оксенен бу республика общественностька туттулар бир тылга каратык байсанылык бомбарабын бары нар автономия сүйсыла дилер хепте. Бе була дегенен Иле чакчы республика сүйсылын белетибит. Автономияден бегнер улахан даганы народтар холобра Кыргызстан, Кавказ народтар, буряттар, чуваштар, аманнай автономный область брабын рехетеспиттере. Оттан бе була хараманнай геттен республика болбуппут. Онан эти солталах тиханибын, Этене эндикетен бары тотугахайын республика бит сүйсыладен. Ардас автономия реден баллаганы холобрати областу округты брабын маңнай хетеспит народтар тотуактарын септе. Я, бу кабарга тер мактал, аспа брахнигна. Мактал болдун. Слово предоставляется кандидату философских наук, доценту по философской антропологии и философии культуры, научному сотруднику Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова Алексею Григорьевичу Пудову, тоже герою вот нашего проекта. Меня вот попросили организаторы сделать небольшое философское обобщение. Я вот подумал и решил сказать вот следующее. Когда мы еще отмечали столетие письма Алексея Алексеевича Кулаковского «Якутской интеллигенции», мы вот говорили о том, что Алексей Алексеевич был футурологом. Вот есть такая научная дисциплина, учение как бы о будущем, футурология. Так вот, он был одним из этих представителей, и сегодня мы стали говорить еще о Платоне Алексеевиче Аюнском, как тоже одном из футурологов. А что за это было время? Вот они же хронологически, первая волна якутской интеллигенции, в точности совпала с русским серебряным веком, с представителями, которые родились и которые потом породили русский серебряный век. А это не что иное, как культурный ренессанс. Так вот, мне кажется, что первая волна интеллигенции – это была отраженный ренессанс вот в культурных регионах нашей страны, России. Так вот, что интересно, это получается прямая связь от начала эпохи модерна, европейского, через русскую культуру к якутской культуре. Вот это парадоксально. И вот именно тогда вот якутская интеллигенция задумалась о путях социокультурной модернизации. Как осовремениться необходимо. Они начали думать, причем, замечу, самостоятельно. Но 17-й год внес свои коррективы, и проект модерна, социокультурный, трансформировался в политический проект. И здесь, конечно, доля самостоятельности у культур, скажем так, несколько ослабла. Прошло 100 лет, мы возвратились снова к общественно-экономической формации капиталистической. Проект политической модернизации в нашей стране закончился, и мы снова начинаем говорить о самостоятельных путях социокультурной модернизации. Вот это интересно, поэтому я вот хочу как раз заострить, что этот проект – это одна из форм вот этого осмысливания. Вот это, мне кажется, очень интересно. Если говорить о нашей культуре, так как это моя специализация, то я хотел бы сказать, что вот еще раз подчеркнуть, вот что на примере некоторых ярких проявлений якутского искусства вот последних нескольких десятков лет можно сказать, что наступил серебряный век якутской культуры. Вот именно сейчас, это вот примеры у нас на устах, мы все слышим об успехах якутского кинематографа, якутского театра чуть раньше, а до этого были вот тоже спорадические вспышки в якутском искусстве, якутская графика и так далее, можно перечислять многое. Так вот, искусство – это всегда авангард, он несколько опережает, поэтому сейчас должны прийти другие формы, социальные, политические, другие формы культуры. Поэтому, мне кажется, это очень нужный и важный проект. Спасибо. Спасибо. Коллеги, говорить о будущем, наверное, очень сложно, да? Наверное, вот герои не задали вопрос, все-таки как сложно было предвидеть будущее, говорить о Якутии через 100 лет. Наверное, это очень интересно. И, наверное, очень интересно все-таки спросить у авторов проекта, какие сложности были, с каким чувством они подходили к проекту, да? Поэтому мы наконец-то слово вот дадим, наверное, нашим
творческой группе, которая сейчас работает над проектом. Это Галина Алексеевна Кутугутова, Иван Юрьевич Кривогорницын и Аина Ивановна Прибылых. Пожалуйста, кто из вас, наверное, слово? Я начну. Я хотела представить также наших ребят, без которых проект не состоялся бы. Это вот Василий Протодьяконов, помаши рукой, Айтал Байтунов, сейчас в работе весь, Саина Кларова, которая также будет в будущем году работать над книгой, и огромная команда вот наших библиотекарей, сотрудников, которые работали и над сайтом, и вообще помогали, консультировали нас. Также команде Илтумен мы постоянно на связи и постоянно советуемся, консультируемся, приходим к каким-то интересным вещам. И спасибо всем, кто стал лицом этого проекта. Без вас этот проект, он не жил бы в той жизни, которой он начинает сейчас вот зарождаться, жить. У этого проекта своя такая атмосфера, каждый раз разговаривая с вами. Вас сейчас у нас уже 20, и мы будем расти, и это как наши, вот то, что помогает нам также подчеркнуть для себя, для нас, для команды. Мы что-то новое узнаем, мы вдохновляемся, мы погружаемся. И я долго говорить не буду, передаю дальше нашему другу, наставнику Ивану Кривогорницыну. Добрый день, дорогие друзья, мои коллеги, давние друзья. Наверное, удивительно, что я сижу здесь, мне самому удивительно тоже, в какой-то мере. Но такова, наверное, доля режиссера, документалиста или телевизионщика, что в новом веке, скажем, в новом десятилетии деятельность человека творческого расширяется, и расширяется он не только вертикально и горизонтально. И мне вот интересен этот проект тем, что он перекликается с моим давним проектом «Прощание с веком», который я делал на стыке веков и тысячелетий, участниками которого даже являются люди, которые здесь есть. Олег Ильич, герой этого проекта. Очень интересный проект, он получил признание на российском уровне. Но это совсем другой проект, и этот проект косвенен только отношением цифрами 100 участников, 100 лет и так далее. Но я думаю, что вот я считаю себя, сотрудничаю я с библиотекой национальной, да, пока я не говорю, что я работаю там, потому что я очень уверен, что вот Алексей говорил, что живем в эпоху постмодерна. Да, мы живем по эпоху постмодерна, и вот этот проект, он является мостиком, что к следующему постмодерну, наверное, будет. И этот симбиоз, то есть библиотека, на первый взгляд, как будто занимается не своим делом, да, он занимается коммуникативными какими-то связями, информативными, но я уверен, что будущее именно вот за такими центрами, когда информация, коммуникация основывается на базовой системе человечества, на знаниях, которые аккумулированы именно в библиотеках. В этом преимущество вот таких будущих медиацентров. Пускай не обижаются мои коллеги с телевидения, с радио, они чистая информация, они базированы не на знаниях, а на информации и на личностях работающих там людей. А это средства коммуникации, информации в будущем должны базироваться именно на знаниях, которые накопило человечество за многие тысячелетия. И в этом я уверен в таких проектах, именно вот такие ресурсы, информационные центры будут делать такие глобальные информативные, коммуникативные, человеческие проекты. И я горжусь, что участвую в вот таких очень больших проектах, тем более, что этот проект позволил здесь соприкоснуться еще раз с моими давними друзьями Петром Васильевичем, Чакуром Николаевичем, что вот такие проекты именно создаются в сотворчестве и информации, и культуры,
и, скажем, законодательной в нашей власти. Спасибо, дорогие друзья. И Добрый день. Для нас огромная честь, что мы являемся творческой группой этого проекта, и я соглашусь с Иваном Юрьевичем, потому что библиотека национальная является одним из центров сохранения историко-культурного наследия для будущих поколений. Поэтому мы, как люди, которые видим эту работу, ну, можно сказать, да, с обратной стороны, для нас это огромная честь, и было очень приятно пообщаться с нашими лицами проекта, с людьми, которые родились во второй половине прошлого века, трудились на стыке веков и теперь трудятся во благо развития нашего региона. И в 21 веке их мысли, их ощущения и их предсказания. Благодарим вас за вдохновение и за то, что поверили в этот проект. Сама хочу от себя сказать, что именно этот проект дает возможность доказать, что у людей начала 21 века наконец-то появился голос независимый. Мы можем на всю республику сказать свое мнение сформированное, и то, что мы соберем вот эти 100 интервью, потом к нам присоединятся все жители Якутии и сформируют дальше свое мнение, это будет неким историческим источником и даст возможность формирования новых реформ, нового развития и развитию нашей любимой республики. Спасибо большое. Якутии Уруй Айхал. Коллеги, очень такое радостное выступление, да, действительно, Уруй Айхал нашей республики. Сейчас я прошу задать вопросы нашим журналистам. Вы слушали инициаторов проекта, героев, лиц проекта и, конечно, вот авторов проекта. Пожалуйста, у кого есть вопросы, к микрофону подходите и задавайте свои вопросы. Какие-то, может быть, предложения, вопросы. Мы слушаем вас, пожалуйста. Татьяна Жиркова, как раз Татьяна занимается вот проектом «Чоранчик, колокольчик». Какие вопросы есть, Татьяна? Пожалуйста. Петр Васильевич ыңырығы теген мақтанабыт. Бұл проект, онтон үйеләқ проект. Ол гынан баран бейге чаттар бұд, үйнер кәлені көлінаға кәлер интеллигенция, білер до, кығанар до, біле сатыр до ден ұйытыққа кеге қолыбыра тиен кәлер. Онны бұл народный сұруятчы, амма чығыятын сүгер, кескил оғы бечәтін кығата. Бұл проектка бігі тұғынан көме болуқ бұтын сөбі ебіттенге. Үс серге тоқтан ағақпын бағарабын. Қайдақ тирерді біттен. Ити ұғыллулар наға чүгейдер. Ини ұтчат білен нада ден. Инне гынан бұйыл онтон Саха Республикатын сүйіз сылын көрседен бәйім инициативабынан қаңыласқа, бұлысқа, оғыл ағырығар семеналан тұрабын. Ол семенаға кәлер тоғы вонча сүйіз сүрбе республика бары мұндықтарыттан кәлер оғылырға маны көрдірін, еджірітен, кепсен, лекция бұғытынан тахарарға бігеге қолыбыра бәлеммет. Иккихінен болағына бұл илибер тұтан тұрабын, Чакур Николаевич мәрін сасырдер әрейбітігер, Саха Республикатын сүйіз сылын көрсі, бұл кескел оғы бәчәтін кығата тоқ үлені ұтар әбеттер боллаққа бұл Петр Васильевич қағылым. Қағыққа бәлем бол, кескел қағыт ұмайын 15 күнігер, Саха сірігер бәчәттенер бол бұта ағы 15 сылын бәлеті бет. Николай Егорович Мординов атын сүгер бит бұғытынан амматчығыя төрі бүті сүйіс 15 сыла. Онна оғы сұрыналлара Саха сірігер амбастан бәчәттенен тақсалларғар самай олақан соолу қаллар бұт, маңнайге редактор бұт, Саха народнай бәйеті Рафаэл Дмитриевич Бағатайскай 9 сылын бәлеті бит. Onun бігі бұ 100 интервью о будущем Якутии үйнер көлөнаға тарғатарға бұ әйгеға бігі әйгені күтті бірге боларға бәлемметін әтәбіт. Татьяна лично мақтан еқпін бағарабын. Көрітінен бігеға тары
көмө боларгар. Онаттан Столетию образования республики Андал игровой харта. Бо юна севера кагыты аны форматка тахаран научно-популярной, образовательной, культурологической журналгы мутбыт. Он ме беребит бу сагалаты вот добро пожаловать. Онна кембердер баллар Саха республикатын сүз сылыгартен манна нал проекта. Спасибо. Так, оттон кылгасты ките эттеққа қайттақ үші форматтақ боларын мен Галина Алексеевнаны көрдіхем еті арай сырдатан берерге аңардас тәттік интервьюлар әрі болбаққа қаста форматынан бейі көребет. Пожалуйста. Но я отвечу на русском. У нас проект не останавливается на видеоформате и на сайте. Как я уже говорила ранее, это будет книга, она будет издана электронным издательством Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия в следующем году. Кроме того, с ноября 2022 года любой желающий, будь это ребенок, будь это взрослый, будь это житель не республики, он сможет зайти на сайт, там появится кнопочка, функционал, когда они также смогут войти в этот проект, оставить свое послание будущим поколениям, рассказать свое видение. Конечно, там будет премодерация, но мы желаем, чтобы каждый, кто имеет такую возможность, имеет желание высказаться, они были включены в этот формат. И летом с удовольствием сотрудники, члены нашей команды, мы можем выехать в лагерь, пообщаться с детьми. Номер телефона в буклетике есть и в пресс-релизе был. Коллеги, с каким вопросом, пожалуйста, вопросы, если у нас есть вопросы к инициаторам, авторам проекта. Яна Бурцева, Сахапресс. Я хотела уточнить, как отбирались люди, для которых брали 100 интервью. Подробнее можно рассказать? И сказать, кто на очереди, кроме тех, кого уже представили? Мы, авторы и творческая группа, оставляем за собой право пока не разглашать весь список, потому что это интереснее, когда лица появляются на сайте, и заранее это мы не знаем. Список составлялся также нами консультативно, мы все вместе сели, долго думали, выбирали и постарались взять такие все сферы деятельности, охватить представителей разных профессий, разных каких-то взглядов, чтобы это люди, которых знаем мы, наше поколение, наши современники, но мы думаем, что именно они будут интересны тем поколениям, которые будут жить через 100 лет. Поэтому такой список, и работа над проектом продолжается. Каждый месяц будут добавляться новые лица на сайте. Коллеги, есть такое слово «спойлерить не будем», это относится к нашему проекту тоже. Пожалуйста, кто еще хочет слово? Вопрос, предложение, что-то заинтересовало? С удовольствием наши друзья ответят на все вопросы. Пожалуйста. Газета «Ил-Тумен». Здравствуйте, меня зовут Нария Иванова, газета «Ил-Тумен», и у меня вопрос к организаторам проекта. Нужны ли вам люди для, может быть, каких-то организационных технических моментов? Спасибо. Отвечу, да? Мы всегда готовы к предложениям и к помощи, тем более наша библиотека развивает волонтера в сфере культуры, и мы, в принципе, готовы, наверное, Инна Ивановна, включить наш проект на сайт Культура.рф, чтобы набрать каких-то волонтеров. Нам бывает нужна помощь, у нас, в принципе, работы очень много, работа по монтажу, если кто-то может хотя бы порезать кусочки, видео, тайминг, отсмотр, это тоже очень интересно, мы готовы к сотрудничеству. Спасибо. Еще кто хочет задать вопрос? Можете задать вопросы нашим героям, лицам.
Так, ну, надеюсь, мы все рассказали, наши авторы проекта, инициаторы проекта рассказали, тем более мы раздали вам буклеты, там все написано, как зарождался этот проект, к чему приведет и какие перспективные планы. Тогда разрешите слово заключительное, наверное, Петр Васильевич, вы скажете заключительное слово, и на этом завершим. И коллективное фотографирование сегодняшнего презентации сегодняшней. Я хочу поблагодарить представителей средств массовой информации и медиахолдинг Якутия за интерес к проекту, за то, что предоставили площадку для того, чтобы мы смогли рассказать о нашем проекте, довести до широкой аудитории ту мысль, которая стала идейной основой. Безусловно, мы понимаем, что дар футурологов, он не каждому присущ, но каждому нашему лицу нашего проекта есть что сказать. Это обращение. Обращение это личностное. Безусловно, оно субъективное, но в целом охват контингента, он позволяет сказать, что мы сможем представить объективную картину того, что является современностью, и, основываясь на этой современности, постараться дать картинку будущего. И это нас вдохновляет. Я еще раз хочу сказать, что проект он длительный, и в течение этого срока мы готовы партнерам, рады партнерам, и будем с вами взаимодействовать. Добро пожаловать в проект. Спасибо. Спасибо, коллеги. Друзья, приглашаем на коллективное фотографирование журналисты, авторы проекта и, конечно, наши герои.